Я вас приветствую всех собравшихся. Вначале считаю нужным проговорить, что хорошая прошла поездка по республикам Северного Кавказа у президента. Нужная, полезная. Рабочие поездки в братские республики должны стать вообще хорошим тоном для всех президентов с первых дней, с первых месяцев после инаугурации. Касательно темы сегодняшней нашей встречи, позволю от общего перейти к частному. Мы видим, что напряжение на Кавказе возрастает, частью которой мы являемся. Ранее выстроенные балансы рушатся. Есть основания полагать, что Карабахский конфликт в скором времени перейдет в открытую фазу войны. На то свидетельствует и милитаризация Азербайджана, и их политическая позиция в свете последних мировых событий по вытеснению России из-за Кавказа, ну и плюс поддержка Эрдогана. Помимо, мы знаем, что 53 страны западного мира на постоянной основе создают штаб-квартиру в Германии, в Рамштайне, с консолидированным бюджетом в 1 триллион долларов с целью нанесения России глобального поражения. Считая Иванишвили, тоже почему-то с вероятностью будут заморожены. Помимо мы знаем, что Молдавия ввела войска в Румынию, начнется, то есть Румыния, прошу прощения, ввела войска в Молдавию, начнется Приднестровье, начнется и в Абхазии. Такова стратегия Рамштайна в целях, повторюсь, глобального нанесения России поражения. Это не мои выдумки, не мои хотелки. Война уже идет, как она будет названа, это дело последнее. На этом фоне, в это трудное время, мы вовлекаем посла Российской Федерации в Абхазии во внутренние грязни, что было непозволительным, который вслед за нашим руководством повторяет о том, что нахождение российских баз, как и начисление российских пенсий, напрямую зависит от разрешения вопроса по госдаче в Пицунде, тем самым выставляя президента России в качестве шантажиста, чем непременно воспользовались грузинские СМИ и западные медиа. На фоне того, что перед Россией стоит серьезнейшие задачи, речь идет о существовании, о самом сосуществовании России как великой державы, которой она была многими столетиями, мы занимаемся внутренними грязями. На мой взгляд, сейчас не до дач ни России, ни Абхазии, вернувшись к вопросу по мере завершения специальной военной операции на Донбассе. Сейчас не время частности. Государственная дача в Пицундах как была, резиденция высших должностных лиц России, так и останется. Но нам не нужны внутренние распри, внутреннее напряжение сейчас, исходя из разности в трактовке по преамбуле самого соглашения. Нам не нужны волнения в аккурат к осени к возможному внешнему обострению. Хочу заметить, что Абхазия на Южном Кавказе является единственным последовательным союзником России. И на основе межгоссоглашений мы должны в первую очередь выполнять свои союзнические обязательства в зоне СВО. Вот я, как у президента, вернее, как у главнокомандующего, хочу, Ислам Георгиевич, вас спросить. Мы располагаем данными о том, что из себя сегодня представляет армия Грузии, какова численность личного состава, каково соотношение к нашим вооруженным силам, как быстро мы способны собрать и мобилизовать наших резервистов, ополченцев, числа ветеранов, которым каждый уже за 50 лет. Вот с той ретивостью, с которой мы ломаем копию по теме
Дальше нам нужно всем вместе консолидированно заняться этими вопросами, сбором резервистов еще вчера, их оснащением, по комплектации, что займет немало времени и средств. Единственное, чего боится Запад, это ядерного удара в России. Но концепцию триады ядерной программы России ни Приднестровье, ни Абхазия, ни Южная Осетия не входят. А даже не входят республики Донбасса до тех пор, пока там не будет проведен референдум о вхождении в состав России. Вот у меня вопрос, Сергей Миронович, к вам как секретарю Совета Безопасности и к президенту, как нашему главнокомандующему. Вы вообще видите всю эту серьезность и опасность, которая сегодня в мире и на Кавказе в частности молниеносно развивается? Если видите, доколе мы будем себя вести как беспечно, ничего в ответ не предпринимаем. Спасибо.